Здравствуйте! Вы смотрите новости «Набережные Челны», в студии Елена Камалова. И вот что вы увидите сегодня. Центробанк отозвал лицензию у Автоградбанка. Челнинцы начали прибывать в офис кредитной организации. Застрелил бывшую супругу и застрелился сам. В поселке ГЭС произошла трагедия. Подробнее в сюжете Елены Камаловой. Праздничные проповеди, намаз гаита, а также жертвоприношения, как в Челнах, отметили Курбан-байрам. Об этом более подробно расскажет Альмира Гайнудинова. Конные скачки, выступления звезд татарской эстрады, салют. Как в Челнах отметили Сабантуй. Спонсор нашего выпуска – магазин «Много ванн». Широкий выбор плитки, акриловых ванн, душевых уголков, мебели, смесителей унитазов. Вот бы нам новую ванну. Красивую, уютную, стильную. И большую, чтобы купаться, как на море. Так едем в магазин «Много ванн». Там ванн, мебели, плитки, целое море. И скидки в этом месяце до 40%. Много ванн. Сюмбике 21, остановка 41 комплекс. Для них наступил черный понедельник. Сегодня Центробанк отозвал лицензию у Автоградбанка. По величине активов он занимал 218 место в банковской версии России. По данным Центробанка, кредитная организация допускала нарушение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Потерпевшие приходили в головной офис, чтобы узнать, как им теперь быть. Одни не могут получить пенсию, другие заплатить налоги. Я пришла сегодня оплачивать налоги, ЕСН и травматизм, потому что сроки уже поджимают, а тут платеж не принимает. У нас ипотека, в принципе, по ипотеке все хорошо, долг не прощают. Нужно будет подойти через пару дней и узнать, куда теперь перечислять платежи. Расскажем и о трагедии, которая случилась в субботу в поселке ГЭС. По предварительной информации, в одном из частных домов на улице Фрунзе мужчина сначала застрелил бывшую супругу, затем забаррикадировался, после чего, не дожидаясь штурма, покончил с собой. Погибшей была владелица одной из клиник города, заслуженный врач Татарстана и России. Наша съемочная группа работала на месте трагедии и попыталась восстановить события того дня. К приезду нашей съемочной группы на улице Фрунзе было спокойно. Только дежурившие полицейские напоминали о произошедшей здесь трагедии. Спецслужбы работали внутри дома. Одна из версий, которая сейчас рассматривается, это раздел имущества. По предварительной информации, в этот день между ними произошел конфликт, который впоследствии и обернулся трагедией. На место трагедии выехал прокурор города Артур Абуталипов. По предварительной информации, 72-летний мужчина на бытовой почве застрелил свою бывшую супругу. После злоумышленник забаррикадировался дома со своим внуком. До начала штурма отрядом специального назначения мужчина покончил жизнь самоубийством. Ребенок не пострадал. По словам соседей, пострадала их взрослая дочь, которая приехала в гости с маленьким сыном. Вместе погибшие не жили уже несколько лет, отметили соседи. Он дочку ранил, дочка вот здесь сидела на крылечке, а ребенок годовалой дочери, как я понял, в заложниках у него был внутри. Но он где-то в 8-9 ребенка отдал. Потом опять закрылся. Это же было предсказуемо, то, что он так сделает. Почему так думаете? Потому что, когда разводились, то же самое было. Она кнопку нажала, вот приехали, успокоили. А в этот раз, тем более, она его без штанов оставила. Из-за этого, скорее всего. По информации пресс-службы Следственного комитета республики, у погибшей были огнестрельные ранения туловища и головы. Возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования взяты на контроль прокуратуры. Погибшую женщину похоронили сегодня. Прощание с заслуженным врачом прошло в первой половине дня в мечети Таубе. Елена Камалова, Сергей Вильданов. Новости «Набережные Челны». Эти выходные отличились еще одним происшествием только в поселке Зябь. Там загорелись гаражи, или, как их называют местные жители, сараи. К счастью, никто не пострадал. Челнинцы просят обратить внимание на их проблему. По их словам, пожар там происходит ежегодно. Они просят убрать заброшенные постройки. Горят сараи, по предварительной информации. Но что здесь конкретно произошло, пока неизвестно. На месте работают пожарные.
Пожар случился в 6-м комплексе поселка Зябь. Эти гаражи находятся рядом с многоквартирным домом. Возгорания здесь случаются часто, поэтому большинство жителей против такого соседства. Вчера был пожарный. Я до этого не знаю, когда был. Постоянно здесь пожар. Малыши здесь бегают. Если не разберут, такая же ерунда будет. Здесь же сараи. У кого вот, например, балкон нет, они сюда складывают. Разбирать надо здесь. Происходило горение мусора и кровли на площади около 40 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Елена Камалова, новости «Набережные Челны». А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 июня. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». Белорусская выставка обуви. Скидки до 50%. Удивительно практичные. Набережные Челны, Мусы Джалиля, 55Б. ТЦ «Центральный ряд». Качественное лечение аденомы, простатита и эректильной дисфункции. Прием ведет уролог-андролог высшей категории, кандидат медицинских наук Абдурахманов Абдуселим Курбанович. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10. Вы смотрите новости, мы продолжаем. В Набережных Челнах мусульмане отметили один из главных праздников – Курбан-Байрам. Накануне в мечетях Автограда с самого утра звучали праздничные проповеди, верующие читали намаз. Наша съемочная группа побывала в мечети Нур-Ихлас. К 5 часам утра мусульмане начали подтягиваться к мечети Нур-Ихлас. Некоторые приходили вместе с детьми. Проснулись они сами, приготовились, вот пришли. Мы обязаны ходить на этот праздник. И моя мама в большей степени, мои бабушки, все были в религии, все в исламе. Для меня это, я говорю, повторяюсь, что это традиция некая нашей семьи. Этот праздник мы каждый год отмечаем. Я уже с детства этнический мусульманин, альхамдулилля. С детства с родителями все время отмечали. В мечети зазвучал азан, приглашение к молитве. В 5:30 утра начался намаз гаита. Просим и молим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах Субхану ва Тааля установил прочный мир во всем мире. И просим и молим Всевышнего, чтобы Аллах Субхану ва Тааля остановил все войны и все те, которые сегодня участвуют в этих военных действиях, чтобы живым, здоровым вернулись своим семьям, своим родным. Вместе с верующими в этот день в мечети Нур-Ихлас был и мэр Челнов Наиль Магдеев. Он поздравил всех верующих с Курбан-Байрамом и рассказал, как собирается отметить праздник. Безусловно, я буду отмечать этот праздник в кругу своей семьи, родных и близких, вместе с моей мамой. Аллах верся, поздравлю ее, пожелаю долгих лет жизни. Скажу ей огромное человеческое спасибо за воспитание, за заботу. После мечети верующие отправились на специальную оборудованную площадку. Она находится в Сидоровке. Там и было закалывание жертвенных животных. Альмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей. Новости «Набережные Челны». В Челнах отметили и главный Сабантуй. Точкой притяжения челнинцев и гостей города стал Майдан. Именно там развернулись основные действия. Театрализованные представления, концертная программа, соревнования. Кроме того, отдыхающие смогли побывать на 2 тематических площадках – «Деревенька» и «Сказка». Обо всем по порядку расскажем в нашем материале. Здесь и избушка, оформленная в стиле татарского дома начала 19 века. Рядом расположилась печка. В ней готовили национальную выпечку. Оценили гости Сабантуя и загон с настоящими птицами и животными. Коровой, овцами, лошадью, утками и курами. Хоть я не понимаю татарский, мне прям самой нравится танцевать на празднике, слушать выступления артистов. Как будто вернулись в деревню к бабушке, к дедушке. Нам нравится вот эта обстановка.
А на Майдане слова поздравления звучали от мэра Челнов Наиля Магдеева и председателя Госсовета Республики Фарида Мухаммедшина. Я думаю, челнинцы вносят огромный вклад в развитие нашей республики. И скажу так, умеете работать, умеете и отдыхать. С праздником вас, дорогие челнинцы! Также в качестве поздравления гостям праздника подготовили театрализованные представления и, конечно, различные соревнования. В них мог принять участие любой желающий, например, побороться в армрестлинге. Момент был, когда я думал, что чуть-чуть да и проиграю, но на самом деле очень понравилось, эмоции только положительные. Главная интрига, кто же станет абсолютным батыром Сабантуя. Конкуренция достаточно серьезная. Участниками борьбы на поясах стали около 300 человек из разных городов России. За звание абсолютного батыра сражались Ранис Гилязетдинов, более известный как Гелик, и Азат Габдрашитов. Борьба была настолько тяжелой и волнительной, что зрители терялись, кто же станет победителем. Чистую победу по баллам одержал Ранис Гилязетдинов и стал абсолютным батыром. В качестве приза абсолютному батыру подарили барана, а также автомобиль. Великолепно! Очень хорошо. Я рад. В том году из-за болезни проиграл тому же человеку Азату. В этом году, слава Богу, получилось выиграть, одержать победу и стать абсолютным батыром своего любимого города. В этом году тоже готовился. Пришел выиграть, но, к сожалению, не смог повторить свои ожидания, проиграл. А впереди челнинцев и гостей города ждала концертная программа. На сцене выступали звезды татарской эстрады. Кульминацией Сабантуя стал салют. Альмира Гайнудинова, Кирилл Хабзий. Новости Набережные Челны. Не менее яркая и насыщенная программа получилась и на городском ипподроме. В Автоград съехались наездники из многих городов России. В соревнованиях приняли участие как опытные, так и начинающие спортсмены. Моя коллега Альмира Гайнудинова пообщалась с ними. И какой же Сабантуй без традиционных скачек и состязаний. Поэтому наша съемочная группа отправилась на городской ипподром. Вот, например, на этой площадке вы видите, как наездники соревнуются в конкуре. Одной из участниц соревнований стала 13-летняя Карина Гельманова. Из них 3,5 года она занимается конным спортом. По словам девочки, она всегда любила лошадей. С диапазоном она занимается всего 1 год и не сразу смогла найти к нему подход. Один раз конь даже сбросил наездницу. Это диапазон, ему 19 лет, у него характер очень сложный, ему надо очень сильно привыкать. О том, что не сразу нашла подход к коню, говорит и другая наездница Яна Ильинеева. По ее словам, главное иметь большое терпение и быть целеустремленным. Только эти качества помогут заслужить доверие у животного. Это серверис, ему 17 лет. С ним я уже год и очень долго искала к нему подход. Было тяжело, очень. Он не слушался первое время вообще абсолютно. И теперь все более-менее хорошо. Кроме конкурса, на ипподроме параллельно проводились и традиционные конные скачки. По количеству участников Челны уступает только Казани, отметил главный судья. У нас заявилось больше 65 лошадей из разных районов Удмуртии, из Башкирии, из Пермского края, из Ульяновской области. 16 стартов, 4 заезда рысаков, 7 скачек. Погода очень жаркая, но мы боремся, мы держимся, как говорится. Здесь побеждают сильнейшие. То, что побеждают сильнейшие, доказывали и участники. У некоторых борьба получилась ожесточенная. Кто-то вырывал победу буквально на последних секундах. Очень серьезная. Гамма выходит вперед все-таки по финишной прямой, дорогие друзья. Я не слышу, мы болеем или нет. Она психованная, вот так не может стоять. Пока ехали, всякого не скат был. Все победители и призеры получили ценные подарки. Альмира Гайнудинова, Кирилл Хабзий. Новости Набережные Челны. Праздник плуга прошел без происшествий. Об этом сегодня во время аппаратного совещания сообщил мэр города. В этом году Сабантуй собрал более 90 тысяч человек. А на вечернем концерте с участием народного артиста Республики Татарстан Салавата Фатхетдинова и праздничном салюте присутствовали свыше 30 тысяч зрителей. Градоначальник поблагодарил всех, кто принимал участие в Сабантуе. Многонациональный город Набережные Челны показал в очередной раз высокую организованность, дисциплину, радушие, теплый прием для всех, кто приехал вместе с нами
провести и организовать и порадоваться этому уже, по сути, многонациональному празднику Сабантуй. Аллаху шукр, все у нас с вами получилось, поэтому спасибо большое всем за работу. В Набережных Челнах продолжает работать ярмарка белорусской обуви и турецкого текстиля. Покупатели высоко оценили товары из натуральных материалов. Широкий модельный ряд, каждый сможет подобрать комфортную обувь даже для проблемной стопы. Приобрести белорусскую обувь и качественный турецкий текстиль можно по адресу улица Мусы Джалиля, 55Б, торговый центр «Центральный ряд», бывшее здание «Детский мир». Жители Челнов могут порадовать себя качественной, удобной и практичной обувью из Беларуси. Широкий выбор мужской и женской коллекции, а также доступные цены приятно удивят покупателей. Все представленные модели фабричного производства. На выставке можно подобрать обувь на любой сезон. Вообще белорусская обувь нравится многим. Мы почему и пришли, вот искали, где еще есть белорусская обувь. Почему-то не нам, может быть, люди не знают еще, не нашли. Вот пока вот единственный магазин, вот мы вернулись опять сюда и все-таки купили здесь. На выставке также представлен и турецкий текстиль. Здесь можно приобрести разнообразные предметы домашнего уюта, которые порадуют ценителей качества и комфорта. Одеяла и подушки, комплекты постельного белья и пледы отличаются мягкостью и удобством. Вчера по совету продавца приобрел себе подушку. Сказали, что она снимает стресс и дает возможность хорошо выспаться. Думал, что шутят. Но действительно проснулся, полный энергии и сил. Решил приобрести себе еще 4 подушки. Себе, маме и любимой теще. Подушки очень отличные, всем советую. Такие комплекты подходят для тех, кто ценит качественный и здоровый сон, ведь от него зависит запас бодрости и сил здоровья нервной системы. Одеяло из комплекта имеет уникальный дизайн стежки. Оно может использоваться как легкое летнее одеяло или как демисезонное, благодаря своему дышащему наполнителю. Такие комплекты очень легко стираются вместе с одеялом, избавят вас от процедуры упаковки одеяла в пододеяльник. Приобрести белорусскую обувь и текстиль можно по адресу улицы Мусы Джалиля, 55Б, торговый центр «Центральный ряд», бывшее здание «Детский мир». Отличная новость для любителей морепродуктов. В Челны вновь приехала выставка-ярмарка «Икра и рыба камчатская». Более 35 видов морских деликатесов, холодного и горячего копчения можно приобрести в торговом центре «Грин» на первом этаже до 22 июня включительно. У нас обалденная икра, попробуйте, крупная, зернистая, элитная, попробуйте. Крупнозернистая, сочная, тающая во рту икра деликатес, и чтобы его отведать, не обязательно ехать на Камчатку. Настоящий кладезь витаминов, минералов и аминокислот можно приобрести на выставке ярмарки «Икра и рыба камчатская». Каждый покупатель найдет деликатес по вкусу. Более 35 видов рыбной продукции, холодного и горячего копчения. Чавыча – это прекрасная рыбка. Жирненько, все. Кружку кофе большую наливай, на кусок хлеба, да еще маслицем помажь. И вот как бабахнешь, вот такую краюху хлеба-то с этим. Чавыча и палтус. Красную рыбку охота и белую. Вот и все. Утром бутерброды, а если вечером кушаем, то с картошечкой. Белорыбицу брала, очень даже вкусная. Чавычу пробовала, холодного копчения, горячего, и малосоленую, и белорыбицу пробовала. На прилавке тунец, белорыбица, палтус, белуга, омуль и главный деликатес чавыча. Королева семейства лососевых станет украшением любого стола. Это хит продажи у нас. Она очень нежная, очень вкусная. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Очень вкусная. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается 7 аминокислотами. Продегустировать и приобрести дальневосточные морепродукты можно на выставке «Икра и рыба камчатская» до 22 июня включительно в торговом центре «Грин» на первом этаже. Вход со стороны Автозаводского проспекта. Это все новости понедельника. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. В студии была Елена Камалова. Хорошей вам рабочей недели. Оставайтесь на нашем телеканале.